Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайв. За и против». Как обычно, по понедельникам мы обсуждаем в этой студии важные для республики и страны темы. С вами Ирина Ефимова и Сергей Михедов. Почти 4 месяца на территории Украины продолжается специальная военная операция. Ну и главный девиз, или хотите хэштег этой специальной военной операции — слова «своих не бросаем». Свои – это те люди, которые поверили России и хотят стать ее частью. Ведь между русскими и украинцами очень тесные связи и даже на генетическом уровне. Своих не бросаем, поможем, чем можем. Ну а чем мы можем помочь? Эту тему мы сегодня и обсудим с гостями нашей студии. Начиная со 2 марта Российская Федерация на Украину доставила более 30 тысяч тонн предметов первой необходимости. Сюда входят продукты питания, лекарственные препараты, медицинские изделия, и немалую лепту в это дело внесла Якутия. Как в нашей республике обстоят дела со сбором гуманитарной помощи, в чем сейчас стоит острая необходимость? Наверное, этот вопрос в первую очередь мы адресуем Илону Васильевичу. Добрый день. Ну, действительно, как уже отметили, да, и Российская Федерация наша, и Республика активно принимает участие по гуманитарной помощи, да, которая оказывается в Донецкой и Луганской Народной Республике. Действительно, на сегодняшний день нашей республикой, населением республики, различные организации нашей республики, да, оказали на самом деле большую помощь. Сегодняшняя цифра, которая, да, есть у нас, это более 17 тонн гуманитарной помощи мы собрали и отправили помощь беженцам в Донецкую и Луганскую Народную Республику. Да. Отдельно из резервного фонда правительства республики были выделены денежные средства тоже для прямой гуманитарной помощи, да, в Донецкую республику. То есть непосредственно уже помощь от Якутии перевалила за 20 тонн гуманитарной груза. Да. Там у нас получается, начиная от продуктов питания, заканчивая различными вещами первой необходимости, одежда, промтовары, бытовая химия, да, постельные принадлежности и так далее. На самом деле, пользуясь моментом, хочу выразить населению республики, организациям, да, людям, которые внесли свой вклад, помощь, да, о том, что не стояли в стороне. Хочу выразить большую благодарность, да, за ту помощь, которую вы оказываете. Она действительно сейчас важна. Как уже ранее говорили, да, своих не бросаем. Хочу выразить большую благодарность. Гаврил Иванович, вы не так давно приехали как раз, можно сказать, с горячих мест, с горячих точек. Да? Расскажите, как там обстоят дела. Вы, наверное, все видели воочию, как Россия помогает, как Якутия в том числе, естественно, помогает жителям Донецкой и Луганской Народных Республик. Ну, так уж получилось, что мы входили в Донецкую Народную Республику с нашей делегацией от Якутии, которой было дано задание, чтобы восстановление города Кировское. Мы участвовали в заседании, в котором участвовал практически весь Дальний Восток, да и вся Россия. Каждому региону дали по городу, и как бы очень серьезно к этому подходят и наша делегация, и другие представители. До осени как бы задача впустить уже в эксплуатацию и детские сады, и школы, ну и многое другое. То есть регион будет восстанавливать один город, получается? Да, наш регион восстанавливает Кировское. Причем это не за счет бюджета, я так понимаю, это отдельные программы за счет... Да. То есть это не за счет жителей республики ни в коем случае. Конечно, вот то, что вот город Кировское, они, когда мы приехали, они очень обрадовались. Действительно, вот когда ты со стороны вот это видишь и как бы не так понимаешь ситуацию, насколько им было тяжело все эти года, и они так ждали, когда придет Россия к ним на помощь. А что за город? Расскажите там вот. Ну, город небольшой, ну, в пределах где-то там 30 тысяч, наверное, населения. Ну, он, когда мы пришли, он почти полупустой. Мужское население все в основном на фронте, администрация города, одни женщины работают там, ну, как 3 мужчин как бы на всю администрацию, все остальные женщины. Мы как посетили госпиталь, в котором находились раненые. Ну, госпиталь — это больница их. Там было около 30 раненых. А за все это время посетила эту больницу из числа жителей этого города более 250.
Вот. С ними провели беседу, ну, так как мы ветераны боевых действий, с ними также, ну, как нашли общий язык. Потом как бы к ним приехали уже с афганцами, провели концерт. Ну, цель наша была поднятие ихнего духа. Ну, у нас, вы помните, что 18 февраля лидеры ДНР и ЛНР объявили об эвакуации детей и женщин. И у нас одним из первых, вот, благодаря вот нашим добровольцам, уже 20 февраля у нас открылся штаб по сбору гуманитарной помощи. Одним из первых на Дальнем Востоке, да и по всей России. Вот, еще до начала специальной операции мы начали готовиться к тому, что вот эти женщины и дети, они приедут к нам. Ну, сейчас у нас, вы знаете, порядка 300 беженцев из ДНР и ЛНР. Вот, им оказывается вся необходимая помощь, как консультационная, так и помощь в пунктах временного размещения. И хотелось бы тоже сказать, что вот та помощь, которая, ну, вы сами знаете, что у нас логистика не самая хорошая отсюда. Сюда мы с большим, скажем так, во время вот этих событий в марте, когда у нас все резко подорожало, очень трудно было завести вот продукты, тот же сахар, да, и не совсем логично отсюда направлять туда, поэтому было принято решение о том, чтобы в Москве закупаться, и вот там правительство работает с русской гуманитарной миссией, у которой есть хорошие налаженные связи, для того, чтобы привезти быстро вот гуманитарную помощь в Донецкую Народную Республику. И вот мы, когда тоже были в Донецкой Республике, мы перевозили, помогали перевезти эту помощь в город Волноваху, вот, где там, кстати, живут очень много наших земляков. Мы там встретили и людей из Нерюнгринского района, из Тулагина были очень много. Вот. Ну, правительство работает и с русской гуманитарной миссией. Кстати, вот сейчас идет по России набор добровольцев, волонтеров, которые могут там работать. Там есть по разным направлениям, например, есть восстановление музея. Вот, я как представитель музейной сферы тоже был. Ну, там набор идет на сайте добро.ру. Можете туда зайти, посмотреть. Всем им, волонтерам, дается страхование. И сейчас уже вот указ вышел президента о том, что у них также предусмотрены выплаты при ранении или, не дай бог, гибели. Тоже это предусматривается. А какую помощь Якутия готова оказать прибывающим беженцам оттуда сюда, в Якутию? У многих есть родственники, у многих кто-то, вот, особенно вот они работали, мы знаем, что это на юге Якутии, да, в Нерингре. И это шахтерский край, Донбасс, поэтому очень многие там работают у нас в Нерюнгринском районе, в Алданском районе. Вот, у многих родственники, и они вот уже приезжают уже к родственникам. А те, у которых нет родственников, они живут в пунктах временного размещения. И каждая семья, каждый человек, он закреплен за определенным министерством и ведомством. То есть за это уже отвечает, уже конкретно есть ответственность. И за каждым ведется вот такой, скажем так, мониторинг. Ну, тут я добавлю еще, Николай Дмитриевич, да, действительно по беженцам, когда вот началась вот эта операция, беженцы сюда вот в основном в Якутию приезжают те, у кого здесь есть родственники, да, на самом деле, как уже Николай Дмитриевич говорил, жены приехали к своим мужьям, которые по вахтовому методу в Нерингре работали, некоторые вот сюда приехали, что у них сын здесь работает, да, то есть родители переехали сюда, и сейчас они вот размещены на Халтурина, 14/4, да, в пункте временного размещения, у нас вот постоянная связь с ними тоже налажена, да, в части от государства те выплаты, которые они должны были оформить, тут непосредственно с Министерством труда, с Управлением социальной защиты это все оформлено, да, как бы наши волонтеры, ребята помогли на самом деле адаптироваться нашим беженцам, да. На самом деле вот, когда их говорят беженцами, они немножко, негодуют, да, они говорят, что вы нас беженцами называете? Говорят, мы приехали вот к вам как бы погостить, да, у нас тут родственники и так далее. Я говорю, все хорошо поняли, да, на самом деле люди, которые вот приехали к нам в гости, да, так скажем, и мы им в первое время и помогали, да, то есть адаптироваться, показывали, где больница, где они должны проходить медосмотры, по документам, да, ну и, конечно, в ПВР вся работа была налажена.
Да? Ну и в первую очередь в пункте гуманитарной помощи у нас они получали помощь. Да, то есть все, что им было необходимо, да, продукты питания, бытовые химии, спальные принадлежности, да, то есть они полностью беспрерывно то есть получали. И причем хочу заметить о том, что эту помощь получили не только те, которые живут в ПВР, да, в пункте временного размещения, а те, которые у родственников. Да, то есть тут недавно вот приехал дедушка, ему 89 лет, да, то есть он приехал своему сыну. Сын здесь живет, давно уже живет, да, у них внуки, дети. И они вот приезжают, да, периодически, ну, то есть то, что деду нужно, да, да, они постельное взяли, продукты какие-то взяли, то есть пункт времени, наш пункт гуманитарной помощи всегда помогает, да, то есть население всегда пополняет, да, запас еды, продуктов и так далее. И то есть они вот приходят и получают у нас, да, на Орджоникидзе 10, каждый день работаем, да, с 10 до 8 вечера, то есть тут в этой части вообще проблем нет. Мы их успели уже сводить по музеям, да, мы им помогли купить, помните, тут выставка была в сокровищнице, да, с Москвы. Да, мы им туда и билеты устроили. Ну, то есть коммуникация идет. Ну да, они же приехали вот, ну, в зимних вещах с Да, одной сумкой, да. Ничего И не надо, было практически. да, понять, что вот у них люди в банках, например, украинских, они отлаживали деньги. Это Деньги, все у да. них Осталось закрыли. там всё, да. Все там осталось. На карточках денег нету. Документы все там остались. Буквально вот пенсионеры тоже не могут получить пенсию уже, потому что Украина все это закрыла для них. То есть люди копили, например, на квартиру, и все это в банках у них осталось. Они никак не есть, да, то есть общаетесь? никак не Конечно, могут. конечно, Да. это все выстроено, да. Ну, они и сами рассказывают, говорят, мы что вот смогли взять на руки, так и взяли и уехали. Это люди, которые были именно вот в народных республиках, да, то есть где ВСУ еще не было. То есть только они смогли эвакуироваться. Да, Нет, так это вот сказать. с освобожденных районов тоже приехали. С освобожденных есть, Да, да? с С освобожденных. Донецка есть, Луганска, да. Просто буквально вот в понедельник в поезде ехал с Нирингри как раз таки. Ну, правильно сказали, что там очень много жителей бывшего Союза, так сказать, да, с Украины. И вот разговаривал с женщиной, у нее остались в Кривом Роге сестра с семьей. Они не смогли выехать по одной простой причине, потому что у ее сестры, ну, получается, ее племянник, да, сын, и запрет на выезд абсолютно. То есть они тоже его не смогли там оставить, так как он, видимо, в резерве находится, в военкоматах там. И вот, то есть людей на самом деле, которые поддерживают то, чтобы переехать к нам в страну, как мы говорим, да, в гости приехать, просто переждать вот этот ужас, который там творится, их на самом деле гораздо больше. Просто их Да, их не физически выпускают, не выпускают, вот и все. Ну, сейчас Азот также что держит. Да, вот здесь колоссальная, конечно, проблема в этом плане, спецоперация, поэтому и темпы, да, операции таковы, чтобы никто не пострадал максимально из мирных жителей. У нас что-то Александр Павлович молчит. Казаки всегда в первых рядах вставали, да, выступали. Я знаю, что еще в 2014 году у нас казачьи добровольцы отправлялись туда, на Донбасс. Вот. Как сейчас дела Да, обстоят? казаки-добровольцы со всей республики и через общественные организации, реестровые казаки через военкомат, они, в принципе, там участвуют, готовятся. Но слава богу, что у государства подход сегодня и к этой спецоперации и так далее совсем другой. Если в 2014 году еще добровольцы кидались и их бросали вперед без какой-либо подготовки, без слаженности боевой и так далее, сразу в пекло, то сейчас, конечно, система совсем другая. Во-первых, идет распределение по воинским специальностям. То есть, если ты воинской специальностью, у тебя связист, тебя гранатометчиком не сделают. То есть, и при этом тебе дают возможность пройти обучение в специальных подготовительных лагерях и плюс пройти уже боевое сплачивание именно со своими, с кем ты будешь на передовой находиться. Даже не обязательно на передовой, на том же блокпосту дежурство, это обязательно должно быть боевое сплачивание, потому что ребята должны друг друга понимать с полуслова и прикрывать друг друга. Здесь, конечно, позиция России и подготовка российской армии кардинально изменилась за 8 лет. Это говорит о многом, о том, что, ну, даже если мы скажем о том, что сегодня задействовано в боевых операциях не более 10% наших вооруженных сил. Представляете, всего лишь 10%. А какие, значит, успехи,
как это все выстроено, как это сделано. То есть ребята служат там уже подготовленные в большинстве своем. Это и контрактники, это и профессионалы, это и частные военные компании, которые аффилированы к нам, к нашей стране, к нашему патриотизму, к нашей идее, справедливой идее. Поэтому, конечно, ну, очень приятно видеть, что действительно это так, и что мы не несем, в конце концов, ну, таких больших потерь, как несут потери националисты на той стороне. Вот хотелось бы дополнить, да, вот, то, что с начала военной операции, вот, ну, у нас Ассоциация ветеранов боевых действий Республики Саха-Якутия, она как бы, мы объединили и афганцев, и сирийцев, и чеченцев, и все вместе. Нас как бы объединяет одно то, что мы являемся ветеранами боевых действий. Как бы не обязательно то, что с каких-то других этих боевых действий. Поэтому сейчас уже как бы все у нас консолидировано. И когда началась эта военная операция, очень было много звонков. Я являюсь заместителем председателя ассоциации. У нас председатель ассоциации Черкашин Иван Петрович. И каждый говорил, как пойти туда. И вот когда уже в конце марта начался набор вот этих вот первых добровольцев, вот выехали первые добровольцы. И когда они уже до туда доехали, потом до меня позвонили, говорят, а, оказывается, это Бурятия, Тува, они своих одевают, своих добровольцев. Они идут там в горках этих, а наши пришли как... Как были, в чем были, в том и В чем пошли. были, там пришли. Ага. И когда вот этот вопрос поднялся, я вот обратился к Дмитрию Дмитриевичу Садовникову, и вот он помог, и вот уже следующие группы мы уже одевали. Мы им уже давали горки, давали там тактические очки, там такой вот. Потом уже дальше больше, да, вот с Николаем Дмитриевичем уже, когда вот на нас вышла первая группа, они говорят, мы находимся на передовой, оказывается так, что их как бы забросили сразу на передовую, и они как бы на передовой линии, и до них иногда продукты не доходят, и они голодали. И вот отсюда вот общественная палата вот собрали деньги и отправили, нашли человека, который мог в этом Херсоне, как бы с Новороссийска отправить продукты прямо до них. Вот. И через некоторое время, ну, как бы у них спрашиваем, что надо, что необходимо. Они говорят, здесь, ну, у нас только вот подсумки такие, никаких разгрузок, ничего нету, чтобы было бы удобнее гораздо воевать, да. Ну, хотелось бы, конечно, подсумки, бинокли, ну и тепловизоры, так как там очень темно, сейчас зеленка, и бывает так, что заходят эти диверсионные группы. Они рассказывали, что рядом в роту зашли там диверсионная группа, убили там пару человек, несколько человек похитили. Вот такое тоже есть. И когда этот вопрос поднялся, мы тут как бы начали собирать деньги и собрали более 600 тысяч. Вот. И оборудование купили. на эти деньги. Купили оборудование, купили тепловизоры, рации купили, бинокли. Остался вопрос, как им доставить. Если мы бы взяли, отправили бы, получается, ну, не знаю, там, как бы дошло или не дошло, нам потом бы сказали, ну, там, машину разбомбили, и она пропала, да, и мы бы ничего не могли бы сделать. Поэтому поднялся вопрос, чтобы, как доставить ребятам. Вот как раз вот собиралась группа ехать туда добровольцев, и я с ними как сопровождающий должен был поехать, но мои товарищи, ветераны боевых действий, они говорят, как ты один поедешь, да, мы тоже с тобой поедем. И тут мы начали искать деньги, искать как бы документацию, и тут нам Георгий Николаевич Михайлов помог, там документы быстро сделали, там Лютый Валерий Алексеевич в этом помог. И самая, конечно, это благодарность это Людмиле Валерьевне Николаевой, которая как бы, ну, дала денег для того, чтобы вот со мной, которые едут ребята, они как на проезд и на проживание. И вот с этой помощью мы доехали до Ростова, а там уже надо было как-то переходить ленточку. Да? Линию фронта. Да, и вот нам Арсений Сергеевич как бы дал добро, чтобы мы вместе с делегацией пришли. Поэтому вот все правительство Якутии в этом было как бы, ну, как один, мы, ну, помогали для того, чтобы доставить эту помощь для наших ребят. Ну, что обрадовало, да, мы когда везли отсюда весь Дальний Восток добровольцев, только у наших была одежда, хорошая форма. Все такие, вот, Якутия, молодцы, говорят. Неужели вот у вас хорошие такие ребята вот так вот, ну, вот так поддерживают? А когда мы еще в Ростове им предоставили
тепловизор, рации. Они вообще говорят, ну, вы даете, говорят, ну, вот так надо всем быть. Ну, вот. И потом уже мы с делегацией, когда перешли с Донецка до Херсона, доехали до наших ребят, они очень обрадовались. Это для них была реальная помощь. Боевое братство у нас активно взаимодействует, у нас еще есть и спортивное братство. Есть, конечно. Вячеслав Владимирович, какие настроения Не, ну, в вашем клубе? спортив- Вообще общаетесь со спортсменами? Спортивное движение поддерживает полностью, потому что вот если я так скажу, что как федерация самбо, мы провели несколько акций, мы участвовали в акции «Поддержим наших» на площади Комсомольской, плюс участвовала Федерация бокса в этом, мы сделали автопробег, мы участвовали с ребятами активно, поэтому мы даже провели вот турнир, посвященный герою Рыжикову, тоже именно в рамке тоже поддержки именно спецоперации, поэтому спортивное сообщество тоже полностью все поддерживают, все прекрасно понимают, что мы действительно своих не бросаем. И даже вот мы участвовали в поддержке, еще казаки уехали у нас с Александром Ильичем Козырем, мы отправили туда. Первая группа уехала, вторая группа, правда, вернулись, потому что мало подготовленные. Вот правильно говорит, что у нас сегодня туда даже не берут ребят, которые не подготовлены. То есть армия сегодня там не участвует в таком прям вот масштабе, как бы мы туда зашли. Мы действительно там идет война, конечно, серьезная, Нужны потому что профессионалы да, но больше туда нужны профессионалы. Потому что если механик, значит механик, и поэтому многие ребят просто вернулись, потому что физически не подготовлены. Но тем не менее спортивное сообщество полностью поддерживает эту ситуацию и знаем, что мы действительно победим. Наша задача не только сегодня туда отправить, наша задача здесь сегодня сформировать так общество, чтобы общество, молодежь, подрастающее поколение не были как бы вот так, что для них. Вот я еще хотел, знаете, о чем сказать? Самое главное, что сегодня мы говорим правду. Мы ее не скрываем. Да, есть потери. Да, есть какая-то ситуация сегодня, она такая неоднозначная. Многие, допустим, говорят, вот что-то затянулось, что-то как-то все пошло не так, да. А на самом деле, ну, если бы мы участвовали, как, допустим, действуют англосаксоны, конечно, мы бы там прошли утюгом, допустим, да, и все. Ну, такого никто не делает. Там же люди, там дети, там структуры, там города целые. Поэтому мы действуем аккуратно, конечно, неся при этом потери. Но в основном потери вот с ребятами постоянно на связи. Основная потеря такая не пулевые же, а осколочная. И действительно, потому что вооружение поставляется, НАТО поставляет такое вооружение, которое действительно там в радиусе 20 метров полностью поражение. Вот поэтому и от этого и поражение, и ранение, и все такое. Поэтому диверсионные в основном, там, ты правильно говоришь, да, диверсионные группы. Поэтому наша задача, вот я еще раз говорю, вести подготовку совместно с патриотическими клубами, с военными и с ребятами, которые прошли боевые действия, проводить с молодежью обязательно. Вот сейчас вот прям школы, мы с общественной палатой проводили такие вот, обсуждали эту работу. Так как сам являюсь членом общественной палаты, мы говорили, да, что мы вот хотим, чтобы в школах, вот даже мы проводим такую федерацию самбо, особенно участвует в самбо в школах. Там тоже патриотическое воспитание, но надо больше разговаривать и показывать, на самом деле, что такое оружие, как вот был готов к трудовой обороне. Вот это надо все поднимать, доставать из наших тех закормов, которые у нас были, и закорма эти, и отдавать опять в школы, возвращаться, действительно, потому что, ну, я так понимаю, что за 30 лет нас никто не принял и не понял, и я так понял, что не хотят, чтобы мы были в этом коллективе мирового сообщества, хотя многие страны действительно нас поддерживают и понимают, что мы там не просто пришли кого-то уничтожать, там, украинский народ, там, мы пришли просто побороть этот фашизм, вот это действительно вот это непонимание какое-то там. Я думаю, что мы победим, 100%. Вот, кстати, да, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин не будет объявлять всеобщую мобилизацию, потому что для этого в стране есть профессиональная армия, есть контрактники, военнослужащие. И вот, наверное, действительно, самые ценные те, которые уже имеют, да, опыт боевых действий. Поэтому они первые поехали. Да, из числа добровольцев, оказывается, они входят в подразделение «Барс». «Барс» это как бы расшифровка такая: боевой армейский резерв страны. И там предполагалось до 40 вот этих рот, которых будут действовать они со всеми подразделениями другими. И вот правильно сказал, что раньше у нас как было? У нас были курсы всеобуча, даже вот перед войной, там, Ворошиловский стрелок, такие. Поэтому у нас так же надо это возрождать, чтобы наши дети, наши взрослые все знали, как пользоваться и оружием,
какую То тактику есть проводить. начальную военную подготовку в школу Да, вернуть? да, это Нет, обязательно это надо. безусловно. В новом формате в каком-то. Ну, Не, а почему? А почему? Это ничего такого. Все. я Вот. имею в виду в современном формате. Не, ну мы же вернули более современный ГТО. Вот, формат. слава богу, много времени боролся с этим сам лично, да. То есть я всегда говорил, ну что мы придумаем какое-то там название, когда есть нормальное, готов к труду и обороне. То есть задача такая, ты готов? Готов. К труду готов, да. Твой труд хотят сломать, твою родину хотят сломать. Ты готов к обороне? Да, все готов. Вот нормальная аббревиатура. Поэтому я считаю, что нам, наоборот, надо те темы, которые были и хорошие, полезные, их надо, конечно, возвращать. И не бояться ту же зорницу вернуть, которая была хорошая тема. Есть зорница уже работает. На базе Работает, Жатая да. везде. Ну, Мы зорницу вернули, по крайней мере, в наших казачьих Больше клубах. общаться с ребятами Детских боевых уже действий, чтобы они приходили в школу. Мы, кстати, проводили такое мероприятие с росгвардейцами. Мы приходили в школу, мы проводили даже в учебном заведении речного училища, проводили такие мероприятия. У нас было там с боевой подготовки. Мы даже вот общественные палаты, вот помните, ездили, были в Чурапче, провели там определенное патриотическое такое там. То есть ну, есть у нас вот моменты такие. То есть надо более активным. Не стесняться, не бояться, что многие сегодня говорят, да может переждем, а может не надо, там, не надо ничего бояться. Мы делаем, еще раз говорю, за нами правое дело. Мы никого не пришли ничего забрать, не отобрать. Мы просто пришли навести там действительно порядок, который мы думали, что они разберутся сами. Ну, там уже не разберутся 100%. Без Когда нас. мы приехали к нашим ребятам вот, в Херсоне, они их очень хорошо отзываются. Они говорят, вот их даже не хотят оттуда вытаскивать, потому что они очень надежные. И вот такие вот, как бы, мы когда обратно ехали, мы ехали с калмыками, да, Калмыкия, там приезжал руководитель администрации президента, да, вот, он завез своих одних добровольцев и тех, которые уже кончился контракт, их забирал. И нас прямо довезли, там, вывезли с Крыма. И они говорят о том, что хотят создать свой батальон калмыки. И они себя очень тоже себя хорошо показали о том, что когда они все с одного места, они очень сплоченные. А сплоченность – это показатель боевой готовности и всех остальных от этого сопутствующих. Да? Пример чеченских подразделений, да, как пример работает чеченских. сегодня. Если бы у нас, как бы и у нас собирается уже делаться батальон с Якутии, Батальон-то сколько человек? Вот Ну, я как... 520. как- но 500, ну, от нас 300-500 человек будут собираться для того, чтобы, ну, с одной родины они будут все вместе, свои же командиры будут, которые будут за них отвечать, и все уже будут знать друг друга и поддерживать, и это в боевой обстановке это самое важное. Как якутские подразделения еще в Первую Крымскую войну, да, там воевало отдельное, поэтому там улица Якутская. Да, казачий полк якутский. Ну, не казачий, он пехотный. И второй пехотный. Он там и полег полностью. Сегодня из 1886 казаков тоже человек. отдельные, мы же отдельно там, отдельной бригаде, отдельная рота там и формируется. Кстати, на базе якутского казачьего формируется целый батальон, тоже будет формироваться там. Но в свое время я и в первой, и второй чеченской кампании участвовал, был в составе СОБР. Я знаю очень хорошо ребят и из ОМОНа, и как бы наши ребята всегда показывали себя достойно. Считаю, что подразделения наши, которые будут в Якутии, также достойно вот эту вот традицию принесут. Общероссийский народный фронт, кстати, какую работу Да-да, у нас вот. ведет? Непосредственно в помощь, можно сказать, республикам Донбасса. Абсолютно, конечно, так сказать, от повестки не отстаем. Буквально недавно была создана акция, так называемая «Все для победы». Был запущен сайт победа.унф.ру. Смысл в чем? Что у нас в народных республиках, так сказать, ну, милиция народная, да, она нуждается в той же экипировке, да, про которую вот говорил, рассказывал, о том, что там-то люди воюют уже 8-9 лет. То есть у них этого тоже особо-то нет. И взять-то неоткуда. Значит, смысл такой акции, что сейчас со всей России собираем на базах исполнительных комитетов, исполкомов в регионах, принимаем от населения, значит, каски, бронежилеты, берцы, экипировка. Ну, если у кого-то вдруг есть там приборы ночного видения и такие дела. А в республике, в принципе-то, это есть по одной простой причине. У нас Природные условия такие. у У нас нас в каждый тайгу. второй охотник. И некоторые охотники, ну это же не просто хобби, это образ жизни, и тратятся большие средства на то, чтобы самого себя экипировать. То есть, если как бы людям
и люди хотят помочь, а многие хотят помочь, не знают как. Для этого вот это создавалась акция. То можно принести к нам в исполкомы, то есть А куда идти? прицелы. Ну, у нас в республике Общественный региональное отделение на Курашова 24 находится, общественный центр. ОНФ, значит, там мы принимаем вот эти все дела. Квадрокоптеры, то есть общались и с бойцами, да, и передавали, говорили, что, ну, нужны коптеры, потому что действительно боевые условия очень сложные, необычные, и всегда там нужна краткая разведка. Для этого коптера, ну, долго они там, к сожалению, не живут, но у населения это тоже есть. Вот у меня лично точно есть коптер. Вы его готовы сдать, Я да? заказал сейчас лопасти, у меня он лежал, потому что лопасти я, к сожалению, летчик из меня так не очень получился. Вот. Лопасти попереломал, но коптер целый, 4К камера, то есть все хорошо. И вы его сейчас отдаете туда, да? Да, я сейчас заказал, дождусь эти лопасти, все, соответственно, соберу как положено и будем уже передавать. То есть, в принципе, есть чем помочь. У людей есть что помочь. Ну и, конечно же, правильно сказал и Вячеслав, и говорил, что нам необходимо-то работать и с молодежью, с воспитанием молодежи. Там же ведь враги бьют-то по самым ценностям, то есть духовные ценности, да, раскольничество это ввели, значит, то есть вера тоже как бы вещь такая, да, которая, ну, необходима народу, тем более у нас народ такой, который тысячелетиями, так сказать, уже верит, да, вот, и язык, что тоже немаловажно, тоже очень такая важная ценность, любовь к родине. Все эти моменты, они как проникали и к нам, разрушать пытались на территории России, социальные сети различного рода. И вот я очень, например, рад, что Мета, вот эта компания, которая признана, получается, экстремистской. Да, ребят, ну я вам серьезно говорю, у некоторых представителей молодежи прям как будто это пелена с глаз ушла, все. Они по-другому мыслить начали, потому что нет того потока информации, самое главное, что он большей же части фейковый. И вот эту разъяснительную работу, ну, ее необходимо вести, а вот это вот все... Ну, мы ее стараемся вести. Да, вот это вот все заменять как раз-таки спортом, военной подготовкой, музеи, история обязательно. История тоже, да, одна из таких ценностей, которая у России, в принципе, одна из богатейших историй. А как ее там коверкают, как ее выворачивают. И у нас представители Народного фронта также находятся в Луганской и Донецкой народных республиках, помогают. Там много волонтеров и от молодежки Общероссийского народного фронта волонтеры, и от Единой России, Молодая гвардия. Молодцы ребята. И самое главное, много молодежи стремится туда уехать. Но мы же понимаем, особенно вот с Дальнего Востока добраться туда, ну, довольно-таки сложно, поэтому туда едут ребята реально проверенные. Сейчас уже формируются отряды, даже вот Северодонецк освободили, уже из людей, которые живут там, формируются отряды самообороны. То есть те люди, которые ждали много времени, прям люди-то выходят, да, ты же видел, мы его ждали сколько времени, там, вот, достают флаги, вот видите, лежал сложно. Действительно, да, по этой части президент нашей страны Владимир Путин же даже отдельно указ подписал, да, о том, чтобы у нас Ассоциация волонтерских центров, да, российская организация по добровольчеству, самая крупная, организовывала вот именно волонтерские группы на территориях Донецкой и Луганской народных республик, помогали именно в части вот волонтеров, да, то есть ребята могут выезжать, там вот то же самое Владимир Владимирович говорил, на восстановление музеев, да, на восстановление каких-то школ, как в виде аниматоров, да, чтобы детей там как-то развлекать и так далее. То есть в этой части вот как раз набор тоже идет через сайт Добро.ру. Да, это наш единый информационный портал, куда могут любой желающий вот доброволец зайти, посмотреть и подать заявку. И, ну, соответственно, надо пройти соответствующий отбор.
Да. Туда просто так, опять-таки говорили, да, и пускай это не боевая, да, там, боевые действия, да, но все равно человек должен быть подготовлен. Все-таки на этой территории, да, надежный. проходит специальная военная операция, да, то же самое. Вот. Ну и вот важное, что этой мы части. сегодня услышали, мне кажется, то, что вот нашим ребятам, которые сейчас там, нужно оборудование, да, чем еще можно? Но нужна поддержка. И это самое важное, это Ну, поддержка оборудование, внутри. тепловизоры, вот рации, бинокли, ну, вот, Коптеры. коптеры, это необходимо. Эта помощь идет, например, вот компания Ян Золото, она купила снайперский комплекс, он очень такой дорогой, тоже направили туда. Вот. Есть у нас предприниматели, я знаю одного, который на 2,5 миллиона отправил тепловизоров и вот этих для... Ну, там получается, что боевые действия и быстро техника выходит из строя. Техника, она гражданская, поэтому и вот, как уже говорили, квадрокоптеры, они вот на 1-2 дня, поэтому их надо очень много и направлять туда. Это Одна аптечка идет стоит 11 полностью. тысяч рублей. Да. Аптечка, один комплект да, стоит 11 тысяч. Но она спасает жизнь. Да, поэтому это обязательно. Вот мы Там очень помогали серьезные тоже с препараты, ребятами, да. казакам всем купили там, поэтому есть ребят, предприниматели, которые действительно помогают. Самая эта задача заключается, чтобы здесь вот, чтобы не подумали люди, которые там, вот, что потери те же пацаны, которые там погибли, они не зря погибли, чтобы здесь вот в тылу не появились те люди, как у нас всегда обычно бывает, да, там кто-то воюет, а здесь в тылу начинает, вот начинает брожение, а вот, а зачем мы, да, может, это нам не надо. Да, конечно, это надо, это 100%. Не мы так, они бы пришли на нашу землю, не мы так, не мы их ударили первые, они бы нанесли такой урон, что мы бы, не знаю, встали бы с ног, не знаю, там, как бы получилось все. Поэтому все, слава Богу, мы сделали правильно. Это здесь, находясь в стороне, вот, и думаю, что это где-то далеко, это быть не может, да, что вот это напасть они не могли бы там уверены о том, что если бы вы не пришли бы, нас бы здесь всех раздавили бы. А там такая как бы война, что очень жестокая. Там не жалеют ни женщин, ни пожилых. Действительно, вот Вячеслав же отметил правильно, я тут стою, думаю, как раз вот, то, что если бы не мы пришли, да, то они пришли бы на нашу территорию. Буквально 4-5 И дней, тут, да, Да, определили. немножко хочу процитировать нашего президента. Помните, он как-то в шуточной форме сказал, да, если драка неизбежна, Бей да, первым. бей первым, да. Соответственно, то и случилось у нас, да, о том, что терпеть это уже нельзя было. Да? То, что вот в течение с 2014 года все это начиналось, Россия всех предупреждала об этом, да, ну и настал тот день, когда вот, что уже действительно она была неизбежна, да, и пришлось быть первым. Вот. Тем более они сегодня сами не скрывают с той Да, стороны, что да. они были готовы ударить. Они Да. собирали 2000-ю группировку, мощнейшую. Так У мы нас ее сколько определенная убиваем? Да. Какой идет территории. процесс? Да. А я еще больше хочу сказать, вот тут недавно передача была Соловьевой, там как раз обсуждали тему, что с интеллигенцией началась вот эти вот люди, там более такие продвинутые, более ближе как бы к учебной системе образовательной, начали уже возмущение, там вот, обсуждение этой темы, и вот эту тему задели. Я почему и говорю, что нам сегодня надо больше разговаривать именно с теми учебными заведениями, которые вот высшая учебная школа, да. Почему? Потому что там тоже вот люди, ребята многие тоже не понимают, они думают, ну зачем, ну что нам, зачем, тут пули не стреляют, как ты говоришь правильно. Тут я проснулся утром, встал, пошел, у меня должно все кофе быть, там еще как, ну то есть вот этот комфорт, мы же в зоне комфорта все живем, да? А вот когда он там все будет глубже знать, понимать, когда с ним будут приезжать ребята, вот, которые оттуда возвращаются, разговаривать, а они же скоро все равно вернутся, придут вот, с боевых действий, раненые. Мы должны, помните, мы с вами обсуждали, давайте все-таки сделаем так, чтобы они пришли, и они были, чтобы мы были готовы их встретить. А не так, как вот Не пришли только помочь ребята нам с на фронте, но и Афганистана. готовы их Да. встретить. И мы раз, а мы промолчали, мы промолчали. И вот Да мы-то это не же промолчали, проблема власть Афганистана. стыдливо отвернулась. Вот это же проблема Афганистана. Да, От это чего? Мы проблема молчали, Афганистана, да. затаились, я думаю, не будем говорить. Чечни это. тоже, да. У нас Чечня. сейчас, конечно, это государство сейчас по-другому уже. Мы видим, что и выплаты сейчас появились, и вот уже сейчас вопрос ставим о том, чтобы поменять федеральное законодательство, да, об ветеранах боевых действий. Его вроде уже поменяли. Да, Уже ну там и вот общественная палата, мы тоже работаем, вот с семьями раненых работаем, чтобы вот, ну, не все знают свои права, вот, на самом деле есть, если вот человек раненый у вас лежит, то член семьи может бесплатно к нему съездить в госпиталь пускают, например. Ну, об этих гарантиях тоже рассказываем, вот, ну и как-то вот через комитет солдатских матерей, через вот наши ветеранские организации мы вот, ну, находим контакты, наши контакты находят и
ну, нам ни разу ни Минтруда никто не отказал, скажем так. Время да, подходит к концу, к сожалению, оно даже истекло, можно сказать. Что мы сегодня услышали здесь? Самое главное, что мы услышали, что Якутия готова помогать. Якутия готова помогать не только своим солдатам, в принципе, готова помогать и жителям местным, жителям Донецкой и Луганской народных республик. Но самая интересная мысль, что действительно нужно готовиться к тому, что ребята оттуда тоже будут возвращаться. Эта мысль, считаю, тоже очень правильная. Поэтому нужно готовиться, нужно понимать и не прекращать эту помощь. Не просто возвращаться, это придет новый формат людей. Новый формат людей. И поэтому мы должны их не только встречать, мы им должны так, чтобы они были и во власти, чтобы они были с молодежью. Потому что это придут сильные, патриотически воспитанные, настроенные люди. На этой ноте, наверное, завершим. Это была программа «Якутия Лайв». С вами были Ирина Ефимова и Сергей Михедов. Смотрите «Якутия Лайв» по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.